Вот так вот здесь часто. По дорогам нужно очень аккуратно ездить. Это хорошо днем сейчас видно. Вот, а вчера вечером ехал, дождь шел, было темно и вообще было не видно, что на дороге происходит, и очень стрёмно. Вот коровы, лошади, они ходят вообще не это. Бесцеремонно они ходят. Не соблюдая правил. Да. Ну что, так получилось, что я не снял дорогу, как мы ехали сюда, в Актемце. Поэтому начнем с дороги обратно. А дальше я вам расскажу, что мы сегодня будем снимать. Опа! Ну-ка, что они там дерутся? Здорово! Друзья, тут такое дело. В общем, я вас приветствую в Якутии. Все так же в летней Якутии. Сегодня 11 июля. И мы с друзьями вот просто выбрались с коллегами, ну, просто отдохнуть на природу. Вот вчера на байдарке плавали, ну, вчера еще приехали. Вот тут лагерь такой еще, ребята спят. Погода, конечно, дождливая. До этого несколько недель жара стояла, а вот сейчас вот прям вчера весь день поливала, сегодня всю ночь. Вот я в машине спал, я даже не стал палатку раскладывать, гамак. И с утра, вот мы сейчас проснулись, с утра начал приезжать народ. Мы вот не понимаем, что происходит. И оказывается, по соседству с нами происходят республиканские соревнования, ну, по рыбалке. Я еще подробности не узнал. Флажки там поставили, вот ловят. Я уже с судьей пообщался, с организатором, с судьями. Узнали меня, ребята. Всем привет тоже. Ну и договорился сейчас поснимать, в общем, импровизация. Я, правда, еще толком не проснулся, сейчас надо в порядок себя привести. И пойдем с вами посмотрим мероприятие. И вот оно оказалось прямо вот по соседству с нами. Здесь, в Актемцах, на берегу протоки. Ну, там уже все началось. Сейчас время 11 часов, до 5 вечера все это будет происходить, поэтому время еще есть. Сейчас я искупаюсь и пойду пообщаюсь с людьми, с организаторами, с рыбаками, посмотрим, что сегодня ребята поймают. Иду, вот хотел вам показать, какие здесь красивые поля. Мне так понравилось тут. Но опять же, почему-то вот мою Воронежскую область напомнила. Вот природа, там вот пасека пчелиная. Ну так красиво. Дров, правда, мало, приходится ходить по территории, собирать. Вот ребята. Аина, Таня Кондаков, дружище мой, если помните, замечательный певец. Красавчик, вот он все нам организовал. Сегодня выезд. Так, что ты покажи, наловил. Вот, вот наш улов. Окушки маленькие. Один на спиннинг. Вот это на спиннинг один, а другие на донку ты, да, поймал? Так что у нас тоже уже есть улов. Давай ты тоже неформально поучаствуй. Не, я вот упустил дофига. Да? Да. Ну тут возле домки надо сидеть. Не бегать, да, туда-сюда? Да. Давай, Инна, отпускай. Что тебе, тяжело держать ее? Она же мертвая, нет? Да нет, нет, вот живая, иди неси. Так вот, как потихонечку так. Вот. И пошел. Вот. И пошел. Все, видишь? Ушли, конечно, да? Они еще бодренькие, живые. Камера стала подводить меня уже давно.
Стабилизация не включается иногда. И вот предыдущее видео, извиняюсь за дергание, но вот не включилось. А я снимаю все одним кадром. Уже переснимать не буду. Это уже будет неестественно. С воды хороший вид. Сейчас надо сплавать, рыбаков поснимать оттуда. На байдарке можно. Водичка теплая, хорошо. Перед съемками, чтобы голова была ясная, надо ее помыть еще. Тогда прям вообще будет чисто ясно в голове. И можно будет ходить со всеми болтать. Сейчас поймаю. Давай ждем. Уху уже варишь? Да. Еще уха у нас. Аина хозяйничает, да? Надо прибраться чуть-чуть у нас тут. Вот уха. Простенькая. А что так мало воды? У меня с собой всегда мешочек такой со специями. И еда становится гораздо вкуснее. Санек 2 очка набрал, да? Да. Сразу. Я самодельная ребенка. Я сам делал. Да? Смотри. Окушка 2 маленьких. Это фляжки, как все положено. Шик-шик. А, Вот. Аркадий, доброе утро. Он маленький. Угу. Отпускаем, да? Конечно. Ну что, я готов. Пойдемте в гости. Такая опять импровизация, как я люблю. Ничего не собирались снимать, просто вчера отдыхали так. Приехали. Ну, камеру с тобой взял. На всякий случай. И вот пригодилась. Гитарка моя. Вот наши соседи. С ними тоже познакомился. Вчера приехали. Здравствуйте. Еще раз, да. Это вот Сергей, Фарид, да? Фарид из Башкирии, да, вы приехали? Давно уже, да? Да, 35 лет назад. 35 лет назад. Супруга у вас с Якутии, да? Отсюда А супругу как зовут? Надежда. Надежда, да? То познакомились, но без имен. А Сергей, поймали что-нибудь? Вы же, да? Покажи, похвастайся уловом. Пока вот я до соревнований не дошел, но вот вы же со вчерашнего дня здесь тоже рядом с нами. Ну, вот соседи ваши. Я вот подходил, мне сказали, что вы, да, уходили. Вот они лежат. Вот это подвязки. Подвески тут есть уже, да? О, ничего себе. А на что вы их? На На червяка На утром. червя? Ну, 3 Ага. штуки таких поймал. Здесь, Вот да? таких. Ух ты. Ну такие здесь небольшие все, да? Ну да. получается? Вот это. А на спиннинг ловили или чисто вы? Да, вот 2 окушка Окушки, притащил да? сейчас. Где он? Вот они. На вертушке или на Да, на На вертушку. вертушке. А вот приволок сейчас. Это вы дальше ушли, да, отсюда? Да, Померили? да. О, это холодильник. Бутылки замороженные. Ага. А вы часто сюда приезжаете, вот в эти места, в Актемцы? Ну, по весне в прошлом году только были. Да, приезжаем, так шашлычки, отдохнуть. Ну, чисто отдохнуть так Ну. вот, да? А здесь щука попадается большая? Ну, вот парнишка вчера на килограмм поймал. На килограмм можно, да? У нас тоже сорвалось вчера вот наши. слышал. Там Ну, арки что-то попали. щук вообще у меня что-то не было. Коней штуки 3 я поймал. А здесь еще ребята не видели, что они тут Да, наловили? по-моему, еще никто не поймал. Они большими блесными, надо маленькие вертушечки, чтобы, я не знаю, первая рыба или как у них считается. Вот я сейчас поспрашиваю, не знаю, я сейчас с организаторами пообщаюсь, не знаю. Ну, вот как раз моего друга. Тут дочка где-то ходит. А, это рыболов. Ваш друг, да? Наинского 6. Иван Иванович. А, я там жил на Инского 7, я поэтому Да? магазинчик, да, знаю. Ну, Ладно, пойду с ними тоже пообщаюсь, спасибо. ну, вроде никто ничего не поймал. Еще пока. Первая рыба только. Первая только, да? А. Здравствуйте всем. Игорь, Жиркин, да? А, очень приятно, да? Игорь, да. Еще раз здравствуйте, Алексей. Вот вы организатор, да? А вы судья? Главный судья. Главный судья. Как вас зовут? Кандидский. Эдуард, да? А вас? Алексей Дмитриевич. Очень приятно.
Расскажите немножко, пару слов об этом мероприятии. Третий год проводим соревнования именно для детей. Я смотрю, дети, да? Вот, Да, это- дети, от 10 и старше. А. Потому что я думал взрослые сначала, потом смотрю, вот дети, дети. Да, все дети. Именно для детей. А это республиканские с разных улусов приезжают, да, там с разных улусов, районов? Да, Например, Жиганского были, Хандыги, Хандыги были. Издалека такие. из Вилюйска, из Бедных-Полюйска. А почему именно вот эти места выбираете? Как вот? Ну, мы сами местные, Актемцы? Да. Вам здесь и проще все организовать. Да. А не прикармливали, ничего, просто вот, да? Вот. По правилу только на спиннинг? Ну, у нас есть клуб любителей рыбалки. Рыбалка в чем называется? У нас есть своя группа, там 38 человек. И вот все договариваемся, скидываемся и делаем мероприятия. Ну, для детей. И зимой, и весной, и осенью. Круглый год. Ага. Ну, это своими силами, получается, Да, вы, да? своими силами. Не И какие-то вот там... Рыболов магазин. Магазин рыболов. Ага. Очень сильно спонсирует. А я знаю, я просто по соседству жил. Я когда только в Якутию приехал, я с них начинал свое знакомство с рыбалкой совсем. И там парень, продавец первый, кто меня узнал, когда я снимать начал. О, ты же, говорит, это с Ютуба. Мне так приятно было. Это первый человек, кто вот так вот меня со стороны. Поэтому, в принципе, магазинчик мне этот близок. Вот директор Тоже. Сарган Ивановна. Здравствуйте. Мы с вами тоже виделись. Видели, да? Да, когда приезжали зимой, по-моему. В магазине там тоже, да? Ну, я часто, там ребята меня узнавали, мне было приятно, потому что я только приехал, и вот мне как раз ваши ребята первые, кто вот меня там на рыбалке где-то видели, помогали хорошо такие, мне вот нравилось, что всегда заходишь, помогут. Я рекламу не делаю, но тут от души хочу сказать спасибо, потому что это правда, вот, ну, часто к вам забегал. Наши вот любят рыбачить, поэтому, наверное, знают. Ну, они знают, ребята, да, они мне подсказывали, как, что, где, куда. После обеда на удочку будет ловить. Сейчас пока утренний, да, вот рыбалка на спиннинг, а потом уже, ну, на удочку, наверное, получше пойдет. Наверное, да. У нас еще есть номинации. Первая рыба, большая рыба, маленькая рыба. И самый юный участник и специальный приз от судей. Есть трофейная рыба. Ага. Ну, вот. А самая маленькая тоже Да, пойдет, участвует, да? да. Прямо меряем по сантиметру. Сегодня, кажется, день рыбака российский. И вот в честь Дня рыбака тоже эти соревнования устраивают. Я даже не знал. Ничего себе, ты конкретно подготовился. Откуда приехал? Из города. Из Якутска? А самый младший 10 как раз, да? Да. Это он самый младший есть, да? Или их несколько? Трое. Трое, да? Как я подошел. А то я прошелся, ну, ребята сосредоточенные, как-то так стесняются, может быть, камеры не отвлекая. Вот именно почему-то к нему решил подойти. Любите рыбачить, да? Откуда приехали? Якутска тоже, да? Да. Еще одна рыбачка, здравствуйте. Я думал, тут одни ребята, а тут девчонки тоже, смотрю, рыбачат. Еще не поймали? Ну вот я к ней сейчас подходил, и вот вижу, что тут девчонки-рыбачки, это вдвойне интересно. Прошлогодняя чемпионка. Я? А прошлогодняя чемпионка, да? Серьезно? Как зовут? Алина? Круто. Это в том году, вот, да, победила? Да, и второе место, кстати, тоже девочка была. Две девочки было, и первое, второе место. Да? они заняли. А, ничего себе. А участников тоже было человек 20. Здорово. Ага. Надо так же тогда в этом году. А вы откуда приехали? Мы местные. Местные? Ага. С Актемцев? Да. Прям отсюда. А то, ну, тут же поприезжали с разных районов еще, да, ребята? Я вот еще пока ни с кем не познакомился. Ну, мы тут недавно местные стали. Переехали? Переехали на Зик. Из Якутска? Решили поближе к природе? Да, нравится рыбачить, купаться. А тут вообще все идеально в этом плане. Ну, относительно других районов. И к городу близко, и места красивые, и рыбалка, и купалка. Все устраивает. Ну, здесь здорово, да. Я вот погулял, так красиво, здесь такие поля вообще. Сейчас еще время такое. А дети как, ну, учатся? Вот у нас дочка, она учится здесь. У нас известный нам всю республику в Актемцах лицей, научно-образовательный центр. На всю республику центр.
И рядышком же там есть вот научный центр Ленский край, который был организован первым президентом республики Саха-Якутия Николаевым Михаилом Ефимовичем. Так что мы целенаправленно переехали именно вот из этого лицея. Еще не поступив туда, да? Или как Еще не вы? поступив. Ничего себе вы. Это здорово ради образования, да, вот так вот все поменять. Это дом купили, да, здесь? Заранее запланировали, когда дочке было 3 года. А, ничего себе, с 3 лет еще. Да. Че, ребят, не поймали еще ничего? На удочку, наверное, получше пойдет. Тимур, привет. Как рыбалка? Надежда? Здрасте еще раз, да. Как это не поймали? А? Ну, не знаю, вот одна рыбка у них и все пока. Что-то, ну, видимо, утренний клев закончился. А вот мой друг сейчас Саша поймал щучку. Да? О, ничего себе, молодец какой. Он настойчивый, поэтому, да, сейчас надо. А вы уже уезжаете? Да, уже. Собираетесь? Игорь, Да. я тебе одно хотел показать. Недалеко вот здесь вот на Лене. На Лене сейчас я тебе покажу. И я поймали. И леща. А лещ здесь якобы не водится. Вот Ух персонаж. Ничего себе. Никто не верит, что в Лене есть лещ. Это в Лене такой лещ пойман? Да. Вот, Вот, Обалдеть. вот здесь, вон туда. он там мост есть. Вот через мост как раз выезд на Лену. Вот 2 850. Почти что 3. Ничего себе. Залетный какой-то. Сами в шоке. А как таковой он здесь не ходит. Ну, ладно, сейчас еще подойду. Чуть я замерз в шортах, вот как-то налегке оделся, и у меня прям это пальцы качали. Так, Саня, у нас чемпион, где наш рыбак? Так, доброе утро, Александр. Привет передай. Своему другу. Как это, Ваня? Ваня, Здорово. Ваня, здорово. Привет тебе, Дельфины. обещали видео привет Ну, тебе передать. Вот, передаем. наконец-то Ну, повод нашелся. вот, отцана. Всего отцана. Санек вчера рассказывал про тебя, что смотришь мое видео, что нравится, спасибо. Вот директор, чемпионшип. Да, я, кстати, вот все. Чемпионшип. Гость. Официальный гость. Саня, ты поймал щучку, да? Да. Ну-ка покажи. А, давай ты мне это видео-то скинешь. Надо маленькая щучка. А где уха? Пока бульончик, да, у нас готов. А это для ухи делаешь, Аркадий? Зажарку? Или ты уже плов делаешь? Плов. А что, все, уха, бульончик просто, да? Ну давай плов. Но бульон тоже хорошо, попьем. Так, ну что, самые стойкие, да? Вчера часть ребят уехали, а мы под дождем заночевали. Жестко. Сань, не замерз там ночью-то в итоге? Замерз. Замерз? Ты вчера вообще мокрый же лег. У тебя одежды сухой не было. Ну, я тебе дал, что мог. Ух ты, Ань, ты что делаешь? Ну-ка, красавица, Да, покажи. да, красавица. Медвежонок. Ну, нормально, что медвежонок с ушками? Улыбнись давай на камеру. Перерыв на обед. Это призы участникам, Снимать. вот победителям. Ну ладно, всем приятного аппетита. Организаторы меня угостили бырпахом. Сейчас попьем. Плов почти готов. Шеф-повар у нас Аркадий. А это мы вчера спасались от комариков. Сейчас пока нормально, не достают. Ну что, еда готова. Уха тоже. Плов готов. Поделюсь с вами своими знаниями приготовления ухи. Первое, что у рыбаков принято рюмку водки туда лить. И казалось бы, это какой-то алкоголизм. Но на самом деле спирт нейтрализует сладость от морковки. И тогда уха менее сладкая получается. И второй момент. Внимание. Это вот так вот надо. Кто знает, зачем это делается. Почему-то тоже люди удивляются. Я когда первый раз среди туристов это сделал, ну там мы в походе были, меня чуть не убили. Ты что творишь? На самом деле уха приобретает копченый вкус. Прикольный. Так что вот, всем приятного аппетита. Спасибо. После сытного обеда немного надо полежать, отдохнуть. И на это всегда
сгодится мой любимый гамак. Это был сигнал второго этапа? Да. Сейчас, наверное, получше пойдет клев. Должно быть побольше Да, рыбы. На удочку тоже больше должно быть. А? Мгм. Ладно, ждем. Больших уловов. Удачи. Прикормить кому-нибудь? У меня есть прикормка, лежит Дунаев в машине. Ваша, кстати. Раз уж начали снимать, пока ребята там рыбачат, хочу показать вам эти места получше. Пошел вот за дровами. И мне так что-то вот сейчас время такое насыщенное еще травой. Ночью дождь хорошо поливал. Разные цветы. Ну, вообще так смотрится очень приятно. Ну, как-то здесь вообще прикольно. Там пасека. Сегодня погода, в отличие от других дней, какая вот такая прохлада, свежесть. И не жарко, но сейчас и не холодно. И здесь так по-разному все. Вот сверху суховатая такая. Ну, земля видна, трава низкая. Как будто бы какая-то такая степь средней полосы. А вот если в низине, здесь вода стояла по весне, тут прям такие уже заросли. Какая саранча. Тихо, сиди, сиди. Да, я тебя поснимаю чуть-чуть. О. Все. Мы с ним подружились. Вот пасека. Пчелы, смотрю, летают активно. Как же здесь хорошо-то, а? Ну, видимо, напоминает родину. Все-таки я родился в Воронеже. В Воронежской области провел все детство у бабушки. Сейчас интересное наблюдение такое подметил. Вот на день рождения я ездил в другую сторону, по Вилюйскому тракту на Кинкиме отдыхать. И там совсем другая природа. Там такой лес, ну, чем-то похож на нашу вот, карельскую. Ну, в Питере, там, в Выборгском районе, вот, сосновый бор, у меня сосновые леса. Ну, там лиственница, сосны, елки есть, такой лес прикольный. Я вот жалко, что я туда хотел съездить, поснимать. И вот не получилось у меня выбраться по Кинкиме поплавать. Сейчас она уже, мне кажется, пересохла. Эркин, что ты? Сплавиться Наконец-то, хочешь, да? да. Первый мой заход на моей байдарке с любимой. Нормально, да? Можно вообще без проблем в Верховье подняться. У тебя веревка сзади специальная, да? Нет, не надо ее смотреть. Туда вот, Верховье. То есть это 40 километров от города в одну сторону. Сейчас уехал по Покровскому тракту, тоже там километров 50 в другую сторону. И здесь уже совсем все по-другому. Прям как будто бы ты вообще переехал в какой-то другой регион. А это всего лишь в рамках 100 километров вокруг Якутска. Тоже так интересно. Что как-то я раньше на это не обращал прям вот концентрированно внимание. И... О, Саня гитару взял. Давайте-ка Саню послушаем. Görmigitten elbegi
шегерем жолок бол тапталы мен ханна эре кеси дереге сылжабы эн ханна эре будойдуга эн ханна эре кеси дереге сылжабы эн ханна эре бар күскеме болан айылгатына ие сүркөрө солбун сырдатар түңү ыйдаңа олукпо жон саңарара ки күллере деттерен берен үеттен батты Уастан сүтер бер, күскеме болар олықпо. Мен көтөр күл болбадақпын. Мен ки оғы тоқын. Мы тут сидели, я услышала что-то в радио, что-то включили, что ли, а потом услышали, там и гитара играет, и этот, как будто бы настоящий певец сидит и поет. Оказывается, это любитель. Ага. Он рыбалка? А что, тут поймали ребята что-нибудь? Я вот все. Да, удочкой побольше. Побольше, да? Надо бы ходить. Ну вам тоже хорошего улова. Покидаем немного. Посмотрим. Вот оттуда начинать, вот он флажок половит. Кто больше? Вот красный флажок? Первый. Надо к нему сходить. Здравствуйте еще раз. Ловится потихоньку? Сейчас уже, по-моему, нет. Ну вы наловили, да? Сколько там штучек примерно? Заглянуть можно? Да. Аккуратненько. Все шансы победить. Ну, удачи. Я думаю, приз должны взять. Тебя как дела? Плохо? Че, вообще ничего не поймал, что ли? А не поймал? А? Поймал. Поймал? Маленькую щуку поймал. Щуку поймал маленькую? На поплавок? Ничего себе. Я таких и не видел, мне кажется, никогда вблизи. На червя ловишь? Как дела у нашей чемпионки? Есть улов? Особо похвастаться нечем. Нечем пока, да? Вообще нечем или чуть-чуть же есть что-нибудь? Нет, но сравнительно. У вас как дела? Клюет? Одна рыбка только, да? Ну, место, наверное, тут не очень. Мне кажется, это тоже зависит. Вот там впереди парень поймал много прям. Вот в самый... Брат, да? А, ничего себе. Родной? И там тоже вот сидит. Тоже брат, да? Маленький. А, вот тут прям Там 6 рыбок. целыми семьями, да, приезжаете? Ну как улов? Можно на конкурс маленькой рыбки, да, пойти? Ладно, удачи, еще есть время. Еще один конкурс у вас? Дальняя заброска. Отец тренирует сына. Этот конкурс пойдет, потом посчитаем. И уже. После него, да? Ой, ну. Вы успели. Ну вот хотя бы на конкурс успел. Просто сейчас время-то уже 5 почти, да? А, уже здесь, да? Ну, мне к 6 надо попасть в город. Меня ждут там. Ну, посмотрим сейчас, что успею, то успею, в принципе. 15-го нету, да? А, 15. 170 грамм. Зато у него самый оригинальный улов. Давайте посмотрим. Давайте. Покажи, что ты поймал на поплавочную удочку, на крючок, на червя. Я думаю, это стоит отдельного внимания. Это маленький щеренок. Но я, по крайней мере, никогда не ловил такого. Так что поздравляем. Приз за оригинальность. Зрительских симпатий как минимум. Родители болеют за своих детей.
Все. Сколько там получилось? 250. 250? Ну, тоже результат. Ура! Михайлов Степан! Первая и единственная рыба спиннингом. По лову рыбы удочкой. Опять же награждается Михайлов Степан. Серьезно? Ничего себе. Хватит уже, да? Второе место по лову рыбы удочкой. Михайло. Байшев Аял. Раз. Первое место. Куличкин Айтал. Первое место по лову рыбы удочкой. Это номер 1, да? Ага. Да, подарок сертификат магазина рыболов. Мы так и думали. Поздравляем. И кубок еще. Ладно, я побегу. Все, ребята, всех поздравляю с участием. Победителей поздравляю. Спасибо организаторам. Мне бежать уже пора, уже сильно опаздываю. Все, до свидания всем. Нет времени, к сожалению, все снимать там более подробно, потому что надо собираться. У меня еще байдарка, он не спущен. Надо мчать в город. К 6 часам ждут нас. Бардак какой. Ё-моё, как это все разгребать. Все, тушим костер. Территория чиста, да? Кругом чистота и порядок, все. Как будто нас тут и не было. Вот так вот надо уезжать. Из любого места. Даже стало лучше, чем до нас. Но выше дров. Обязательно, если есть возможность, оставить дров тем, кто приедет после вас. Все. Давай. Удачи. Встречи, забегу к вам, как будет возможность. Все, чао, какао. Помчали, помчали, помчали. Мы опаздываем, Саня. Из меня, как обычно, да? Ну все, всем счастливо. Хорошего летнего отдыха, солнце опять вышло. Как будто бы дождей не было. Успели обсохнуть, все было мокрое, вещи высохли, байдарка у меня высохла нормально. Все, и теперь едем в город. До города час езды примерно отсюда. Чистота. Ну все. Всем пока. Сырдабат қалан үйдің мәккүен сұлыстары сабар білітінан әлді тұр бұтчичақ қатан қолы қою табы сағағы ұйғырдан Jerehi, jerehi katan kolaşan Örütün sirge sırdık ırasın sıcaydın Soğuk bolun imbalan Soğuk bolun imbalan Аж мурашки в конце побежали. Это мой друг.